Главное политическое, да и, пожалуй, историческое событие года в регионе – инаугурация Олега Королева. Не в результате назначения президентом, а по итогам выборов. Такого в регионе не было с 2002 года. Большой зал администрации стал малым. Депутаты, сенаторы, главы районов, начальники управления, общественники. Свободных мест нет. Я, Королев Олег Петрович, вступая в должность главы администрации Липецкой области, клянусь верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы администрации области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав и законы Липецкой области. Согласно устава Липецкой области, Олег Петрович Королев официально вступил в должность главы администрации Липецкой области. Для Олега Королева это присяга пятая. Инаугурацию он уже проходил в 1998, 2002, 2005 и 2010 годах, сохраняя пост главы региона на протяжении 16 лет и за эти годы зарекомендовал себя на всех уровнях власти. Мы с вами свидетели того, как один из лучших губернаторов не только в Центральном округе, но и у нас в целом стране вступил в должность. Олег Петрович – это один из самых надежных в команде нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Заместитель полпреда президента также отметил, что Олег Королев многое сделал для социально-экономического развития области, фактически выведя регион на лидирующие места в ЦФО. То, что Олег Королев не просто говорит, а делает, подтвердил и председатель областного парламента Павел Путилин. На каком бы посту вы ни трудились, вот так быстренько перечислю: председатель колхоза, секретарь крупнейшего райкома партии, Трест Водстрой управляющим, председатель областного совета, вы сегодня главой, вы всегда перед собой и своей командой ставили высочайшую планку и всегда ее с успехом преодолевали. Поздравил Олега Королева с победой на выборах и вступлением в должности митрополит Липецкий Задонский Никон. За годы руководства регионом Олег Королев многое сделал для православной церкви, в том числе содействовал восстановлению храмов и монастырей. Я еще раз поздравляю, Олег Петрович, вас с тем, что вы с нами, потому что если, как старцы говорят, дерево пересаживать каждый год, то плодов не жди. И я думаю, мы теперь от вас будем ожидать плоды ваших добрых дел. О том, какие дела ждут липчан, Олег Королев рассказал в 5-минутной речи. Региону предстоит стать кирпичиком в новой сильной России. Об этом накануне в Москве на встрече с избранными губернаторами говорил Владимир Путин. Липецкая область к исполнению этой исторической, если хотите, миссии, задачи исторического рывка России, Липецкая область подходит сплоченной духовно, нравственно, исторически. Сплоченность региона и честный труд каждого – два слагаемых, которые, по мнению Олега Королева, приведут область к успеху. Он поблагодарил избирателей за оказанное доверие и пообещал, что задачей власти в ближайшие 5 лет станет создание среды, комфортной для жизни каждого. Область доказала, что она есть одним из локомотивов, и им останется по развитию самой себя и России на всех ключевых направлениях. Олег Королев получил более 400 поздравлений по поводу вступления в должность, в том числе от президента России и премьер-министра. Его поздравляли на сцене и за ее пределами, но несмотря на это вся церемония обошлась без излишнего пафоса, словно подтверждая, что главное не слова, а поступки. Михаил Шишаков, Андрей Зубков, Дмитрий Кузнецов и Михаил Жилкин. Липецкое время.